Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствую вас, дорогие друзья. Минем исмем Рамил. А я Алина. Без икебез дә Халыклар дуслыгы орденлы Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты Государственного ордена Дружбы народов ансамбля песни и танца Республики Татарстан. В нашем коллективе работают более 100 человек. А вы хотите узнать о них поближе? Тогда смотрите нашу передачу Творческая среда. «Иҗади чәршәмбе». Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл передач «Творческая среда». И сегодня у нас в гостях заслуженный артист Республики Татарстан, солист Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Радик Шакиров. Здравствуйте! Здравствуйте! Радик, расскажите, пожалуйста, про ваше детство и про ваш творческий путь, как он становился. Ну, родился я в Татарстане, в село Алабердино Тетюшского района. И когда мне исполнилось 2 года, мои родители переехали в Казахстан. Там я прожил около 14 лет. И после развала Советского Союза я вернулся в родной Татарстан. Здесь я закончил школу и поступил в 1997 году в Институт культуры. Вот так, закончив институт, я вернулся там, где жили мои родители, это Балтасинский район, село Балтаси. Там проработал 3 года, и уже после 3 лет меня заметил Айрат Ринатович и пригласил к себе в коллектив, в Государственный ансамбль песни. Так я попал в этот легендарный коллектив. Хорошо. А вот именно, чтобы стать солистом, певцом, это было ваше желание или кто-то подсказал, может быть? Ну, с солистом я уже пришел с солистом в ансамбль. Меня пригласили солистом, исполняющим сольные партии. Тем более у меня высшее образование Института культуры уже там по профессии уже я был написан солист, исполняющий сольные партии. И так я устроился на работу в апреле 2007 года солистом, исполняющим сольные партии в ансамбле песни и танца. Ага. А если мы говорим про детство, вот все равно же в детстве тоже же были какие-то, может, музыкальные школы или какие-то кружки? Нет, ничего не было. Я очень поздно начал петь, в 11 классе, если точнее, в начале 11 класса. Просто мама сказала, попробуй, ты вроде там в коридорчике ходишь, поешь, у тебя красиво получается. Маме понравилось, она мне сказала, иди попробуй. Ну, я пошел, и так получилось, что я действительно красиво пою. Ну, вот так, а в детстве таких намеков вообще не было. Вот вы в жизни в большей степени разговариваете на русском языке.
но в нашем коллективе татарский репертуар. Не сложно ли вам исполнять татарские песни? Нет, не сложно, потому что когда я жил в Казахстане, там больше с людьми общались на русском языке. Поэтому мне изъяснять свои мысли легче на русском языке. А татарский я тоже знаю, потому что дома с родителями общался больше на татарском языке. А когда уже сюда, в Татарстан, переехал, после как родители переехали уже с Казахстана в Татарстан, здесь уже начал петь татарские песни. Это было несложно, потому что язык я знал. Так что ничего сложного нет. Вот весь секрет. Радик, расскажите нашим зрителям, какие у вас есть сольные партии в нашем ансамбле. В ансамбле я исполняю русские народные песни. Это когда, то есть у нас есть такая программа, как «Гастрольные меридианы». Я исполняю русские народные песни, такие как «Калинка», «Ах ты, душечка». Из татарского я пою татарские народные песни, такие как «Жанкай Жанаш», «Ак перчатка», и композиторские вещи, вот попурри на песни композитора Ключерева. И много-много другие песни. А есть какая-то любимая? Беловежская пуща. Ее исполняю чаще всего. А из татарского это Жанкай Жанаш. Заповедный напев, заповедная даль, свет хрустальной зари, свет над миром встающий. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Мне понятна твоя вековая печаль, Беловежская пуща, Беловежская пуща. Здесь забыты давно наш родительский кров, и услышал порой голос предка зовущий, святителей слов из далеких веков. Я тебе прилетаю, Беловежская пуща, святителей слов из далеких веков. Я тебе прилетаю, Беловежская В 2019 году вы получили достойную награду звания «Заслуженный артист Республики Татарстан». Расскажите про свои ощущения, что вы испытывали в тот день? Ну, я узнал об этом от своего друга, коллеги. Он мне написал сообщение, что вот приказом ты получил звание. Я так счастлив был, я так рад был. Я позвонил маме, всем близким, своим родным, жене. Вообще так был, просто счастлив был, что получил звание. И горжусь этим. Это звание, оно как-то вас мотивировало, может быть, дальше еще работать, какие-то, может быть, новые горизонты в карьере? Ну, конечно же, это так. Захотелось большего даже. Будем стараться, стремиться, работать. Также будем продолжать. Цель надо ставить, что на звание это не должно твое творчество останавливаться, и должен дальше продолжать работать, доказывать, что ты действительно заслуженный артист Республики Татарстан. Вот вы про жену, кстати, да, вот сказали, между прочим. Да, я Может быть, женат. вы поделитесь своей личной семейной жизнью? Ну, я женился очень рано, можно сказать. Я даже еще не закончил институт. На 3-м курсе я женился. Жена моя, она моя, как бы сказать так, то есть мы учились в одном университете, на одном факультете. Там познакомились, долго встречались и решили вот пожениться. Ну, как бы вот она тоже, можно сказать, Из творческой, из да, творческой среды? среды, да, она танцор. Вот. И счастлив в браке уже с 2002 года.
Может быть, поделитесь секретом, есть ли какие-то, так скажем, правила, как сохранить брак долго и жить в нем счастливо? Ну, секрета никакого нет. Просто все горести и радости мы с женой все делим как бы пополам. Проходим через все вместе. Это нас больше сближало друг друга. Все. Я ее очень люблю до сих пор. Секрета, по-моему, никакого нет. Надо просто любить, доверять друг другу. И верить в то, что все будет хорошо. У нас 2 прекрасных детей. Что еще нужно для крепкой, дружной семьи? Бывает и ругаемся, бывает и там, ссоримся, но всегда миримся и все горести, печали, радости мы все переживаем вместе. Так, секрета никакого нет. Надо просто любить друг друга и все. Здорово. Paraşütürüp şeyleri yazsam yanılarını kembergen. Akşamada kışlarında canım yıkılıp yatadı. Siyem sine dibeydesin bir de bulak bir lise. Yüzlerinin sigen yarı bulsun. Yüzlerinin sigen yarı bulsun. Ваши пожелания нашим зрителям? Что вы скажете, Ради? Нашим зрителям я хочу пожелать добра, мира, спокойствия. Чаще посещайте наши концерты нашего легендарного ансамбля. Приходите на наши концерты. Наши концерты самые лучшие в Татарстане. Радик, благодарим, что пришли к нам. Спасибо большое и до новых встреч. Спасибо.